Продолжаем наш эфир. В социальных сетях распространяются фотографии горожан с набережной реки Терек на фоне осетинского триколора. Этим летом его можно увидеть буквально повсюду. Батрас Таучелов приехал на родину в свой отпуск и решил заняться благоустройством нашего города. Своим личным примером он вдохновил осетинскую молодежь. Об уровне ответственности каждого из нас мы поговорим с гостем в студии Батразом Таучеловым. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, тема, конечно, такая интересная, потому что хочется каждого просто научить, не мусорить рядом с собой хотя бы, да. Вот эта тема, мне кажется, очень актуальна. Как так получилось, что вы и сами вдохновились? С чего, кстати, это все вышло? Что вы начали красить лавочки, что-то вот еще там, да? Рассказывайте подробно. С чего все началось? Я как-то гулял по набережной. Вы сейчас вечером. В отпуске, да? Да, вы приехали нахожусь сейчас. Из Чечни сюда приехали в отпуск. Угу. Гулял по набережной вечером, недели 2 назад, по-моему, было, не помню. Вот. И вышел вот на этот балкончик посмотреть со стороны наш город красивый, на Терек. Вот, в свои мысли просто ушел и посмотрел. И женщина, мать, и с 2 детьми подошла, 2 дочери у нее было. Вот. И она начала фотографировать их на фоне вот этого ржавого забора. Как-то меня задело это, не знаю почему, как-то вот... Неприятно стало, да? Да, вот. Я подумал, если его покрасить просто в белый цвет, то, я думаю, и в завтрашний день не она, так другая придет с детьми, либо семья придет, отец придет, и тоже сфотографируется, и уже, думаю, и вид красивее будет, и вот. Потом у меня есть родственник, мой брат, и он художник, наверняка его слышали, знаете, Тамирлан Таучелов. И вот вечером проконсультировались вы с ним, да? Нет? До этого времени я его не знал, мы так близко не общались, я просто знал, что он наблюдал за его работами и пролистывал в интернете его фотографии, его работы. В музей так и не получилось к нему попасть, на самом деле, но думаю, это первое, на выставку, первое дело, что я обязательно сделаю. Думаю, он на меня не злится. Обязательно пойду. И у него картины такие трогательные, патриотические. И уже к утру передумал, не в белый цвет покрашу, а цвет, так сказать, нашего триколора, патриотический такой цвет. И все, с утра встал, поехал на привоз, купил краски, кисточки, копейки, недорого. Все обошлось и просто у нас даже есть фотографии, я сейчас режиссера попрошу, чтобы она их на экран их выдала. И как это все получилось, это цветом, это вот, наверное, тот самый, ржавый сейчас балкончик. Да. Потом это получилось триколор, да, у вас? Триколор, да. Красиво стало, не знаю. До сих пор фотографируется. Вот правда, говорят, что сейчас туда специально приходят, и на этом месте очень даже многие, как-то... Да. Я думаю, так красивее, так приятнее, нежели когда он был ржавым. А вот откуда в вас это? Вы вообще человек военный, вам свойственна какая-то дисциплина, порядок? Дисциплина, это порядок. В первую очередь, это, скорее всего, это исходит из дома. Хотя вот вы знаете, вот это же странно, что мы удивляемся таким нормальным вещам. Да? Это же нормально. Но почему-то в нас этого в последнее время нет. Мы будем над этим работать в первую очередь. Я буду все усилия и прикладывать, чтобы молодежь немного она отошла и направила в нужное русло свои взгляды, нам вообще мировоззрение. Каким образом, как вы хотите работать над этим? Вообще к вам сейчас присоединилось так много добровольцев, да? Личным примером. Ага. Личным примером, я думаю, для многих, нужен был толчок просто на самом деле. Для народа, для молодежи нужен был толчок, не знаю.
Ну, я думаю, у меня это получилось. Очень много единомышленников у Да меня сколько? собралось вокруг. Ну, 50-100 человек, которые вот я постоянно на связи, общаемся, переписываемся, разговариваем. Может, у кого-то и не получается рядом быть, кто-то вообще, ну, с разных, кто вот с Америки, например, женщина мне вчера писала, я, говорит, родилась в Осетии, ну, вышла замуж в Соединенные Штаты, и вот она мечтает сюда попасть, приехать, и вот она вот патриотичная, и вот мне это, говорит, очень нравится, там, помогу. Она предложила свою помощь, да? Да, ну, на самом деле просто слова благодарности, это заряжает, так сказать, и хочется вот что-то Еще делать, дальше. да, обороты нарастают, так сказать. Вообще, знаете, столько много вот каких-то рекламных роликов, какие-то акции постоянно, ну и средства массовой информации проводят, да, за чистоту в городе, за вот и все хотят благоустройства, но порой едешь в машине, а рядом тоже едет машина, и мужчина может что-то там есть, яблоко, выкинуть его, да, ну, я не знаю, я вот этого, естественно, никогда не пойму, ну и до людей почему-то не доходит. Вот что нужно еще делать, на ваш взгляд, чтобы люди как-то вот стали относиться к тому месту, где они живут, так как к своему дому? Знаете, если вот на самом деле вот с утра выходишь на улицу, либо на пробежку, либо погулять просто, да, там кто-то может выходит там с собачкой погулять, не знаю. Мы не уважаем труд, мы не ценим труд тех женщин, которые, так сказать, ну, профессия, род деятельности, ну, уборщица, там, дворник. Они, да, они получают за это мизерные деньги, какие-то мизерную зарплату, но они этим самым кормят свои семьи. А почему мы не уважаем их труд? Это ведь чья-то мама. Мы же дома не сорим, мама поругает, да, а это тоже чья-то мама убирает. Ну да, допустим, за деньги убирает, но она кормит свою семью. Ну, я думаю, у нас все получится в будущем. Очень много молодежи откликнулось, и ну, такой общественный резонанс на самом деле получился. Я думаю, в ближайшее время у нас все получится. Просто не нужно смотреть там, на власти, там, на администрацию, на правительство. Это они должны делать. Там. Ну, допустим, они будут на 100%, ну, допустим, на 90% полностью кровь из носу работать, пахать, да, вкалывать. Ну, очень многие добросовестно выполняют на самом деле эту работу. А если мы, простые горожане, будем сорить с утра до вечера, что из этого получится? Знаете, вот вы мне вопрос задали, да, с чего все начинается, да. Не то, что там я военный человек, все начинается от воспитания родителей. Это все исходит из дому. Потому что тот, кто не состоялся как человек, он является простым, он является плохим гражданином. Это сказал Виссарион Григорьевич Белинский. Поэтому и критикуют, и мусорят, и это все редиски, так сказать, нехорошие люди. Ну, ничего страшного, мы будем над этим работать, и у нас у всех все получится. Нужно просто, вот даже мы когда на набережной, на Армянской, приводили в порядок вот эти скамейки. Вот скажите, да, где эти места, где вы уже поработали? Возле Штыба, где, я сейчас перечислю чуть позже. Я к чему говорю, вот очень, мы пошли покупать, на Штыба пирожки пошли покупать, надо было перекусить, уже ребята подустали. И я смотрю, и там дети играют в футбол. Ну, человек 10 играло мальчиков в футбол. Я говорю, пойдемте, ребята, поможем. И они все оставили, игру, мяч отбросили, пойдемте. Они не спросили, куда надо пойти помочь, что надо сделать. Нет, просто к ним подошел, ну, для них я мужчина, да. Взрослый Пойдемте, человек? да, взрослый человек относительно. Пойдемте поможем. Они все оставили, они же пошли.
помогать. Ну вот Они не видите, знают. с одной стороны, очень много таких людей, да, и очень таких правильных, добрых, хороших. Очень много отзывчивых, очень много людей, так сказать, с добрым, настоящим сердцем, патриотов Вот, нашей наверное, Родины. нужны такие люди, как вы, Нет, которые их просто соберет, объединит и... знаете, в Вперед. каждом деле, ну, я не хвастаюсь, в каждом деле должен быть пример, личный пример. Личным примером надо показать, как вот в последнее время, да, вот последний год, так сказать, полтора, вот как наш Мурат Гасиев, спортсмен, боксер, да, как он показал. Согласна. Вот он показал личным примером. Мужественный, скромный, без лишних слов. Просто взял и сделал молча. Да, там, может, о нем и не слышали раньше, там, как о боксере, слышали как о настоящем мужчине. А он взял просто молча, тренировался, добился своей цели. Сейчас у него не получилось, я уверен, у него в завтрашнем дне он все равно выиграет. Много критикуют. В общем, он все равно добьется своей цели. Я к чему говорю? Нужен просто главный, нужен просто лидер в каждой профессии, своего рода деятельности. Он очень много ребят потянул за собой. Очень много. Все секции бокса заполнены. Как девочки, так и мальчики. Ну, вольная борьба греко-римская, за это люди занимаются. Это, да, это у нас в крови вольная борьба у осетин. Поэтому вот я считаю, в каждом направлении любой Главное профессии. быть человечным, да, честным, в первую порядочным. очередь, это да, человеком надо оставаться и выходить из любой ситуации человеком. И когда люди увидят, что вот смотрите, он там не команды раздает, там не руководит, а личным примером взял перчатки, Ну и- ему там не западло, он пошел поработал, а дай-ка я тоже поработаю. Ну и потом приятно, когда вашу тоже такую вот деятельность оценили, и отметил и глава Владикавказа Борис Албегов, тоже где состоялась встреча, когда это состоялось? В общем, неделю назад, вроде уже не помню, в администрации у него. Чем вас отметили? Грамота На самом какая-то, деле, да? вот, ну да, благодарственная Благодарность. дали, да. Да, это приятно. Ну, все равно, да, приятно, но я, например, вот не считаю, что я что-то такое вот сделал сверхъестественно. Вы просто, наверное, знаете как, вы правильно живете, и это уже плюс, и это уже хорошо. Спасибо вам за это. Ну, мы желаем вам удачи, Спасибо. успехов, и всегда вам рады здесь. Спасибо.